Здравствуйте, дорогие читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства. С вами онлайн-интервью и Николай Борисов. Несмотря на то, что пандемия коронавируса охватила весь мир и все больше улусов республики переходит из чистой в красную зону, то есть в регионы, где COVID-19 уже зарегистрирован. Некоторые ситуации требуют экстренного вмешательства медиков. Конечно, постепенно Якутия переходит на плановый режим работы медицинских учреждений. Но что делать, если у человека, к примеру, случился инфаркт или резко заболел живот? Им, как и раньше, помогут в республиканской больнице номер 2, Центре экстренной медицинской помощи, где ведется круглосуточный прием. Сегодня у нас в гостях заведующая инфекционным отделением вышесказанного учреждения Александра Золотарева. Александра Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, стало ли меньше вызовов, стали ли люди меньше общаться с экстренными ситуациями? Ну, если сравнивать до, скажем так, жизни или после, да, в связи с возникновением пандемии новой коронавирусной инфекции, вызовов меньше не стало. Экстренных случаев меньше не стало. Люди меньше болеть не стали. Поэтому мы как работали в штатном режиме, так и за весь период пандемии, так и продолжаем работать. Круглые сутки, 24 часа, 7 дней в неделю. Как вообще построена работа? Ведь бывают люди, у которых есть подозрения на коронавирус, и их нельзя смешивать с остальными. Да, конечно, у нас больные поступают экстренные, поэтому у них ситуация бывает разная, да. Поэтому для этих больных мы сделали приемное отделение, разделили условно на две части, скажем так, да. Это часть одна для чистых больных, которые, да, поступают у нас без температуры, без явлений острой респираторно-вирусной инфекции, без других заболеваний, скажем так, да, и часть, которая все-таки на уровне скорой медицинской помощи, да, на уровне, когда больного направляют на лечение к нам из тех же городских больниц, то уже на этапе поступления к нам, в нашу больницу, измеряется температура тела больного и признаки, имеются ли признаки острой респираторно-вирусной инфекции или нет, сразу ориентируемся на месте и, соответственно, идут два потока больных, скажем так, да, и дифференцируются. То есть мы лечим и основное заболевание, и лечим новую коронавирусную инфекцию тоже. Несмотря на присутствие признаков ОРВИ, вот что делать, если человек сам не знает, что у него ковид? Были ли случаи выявления инфекции в ходе операционного вмешательства уже? Ну, то есть, есть ли различия в проведении операции, например, на аппендицит, когда у человека коронавирус уже выявленный? Что нужно делать? Вот какие меры защиты предпринимаются, чтобы и врачей тоже уберечь? Да, конечно, если изначально известно, что у пациента есть диагноз, да, новая коронавирусная инфекция, то здесь все идет в штатном режиме, что регламентировано приказом главного врача, маршрутизация полностью, скажем так, определено. А что касаемо больных, которые поступают с подозрением, да, то есть на новую коронавирусную инфекцию, тут тоже ничего мы сами по ходу не придумываем, да, тут у нас тоже согласно приказу главного врача у нас определены все схемы, маршруты, по какому маршруту, как должен больной обследоваться, какой операционный должен попадать. То есть у нас все схемы уже есть, поэтому трудностей со стороны медицинского персонала вообще не возникает. Так что мы параллельно диагностируем, параллельно лечим. И от этого не зависит, да, скажем так, есть у больного коронавирусная инфекция или нет признаки, да, мы оказываем полную медицинскую помощь, которая необходима данному пациенту. Как сейчас живут медицинские работники? Почему? Потому что сейчас очень серьезная такая нагрузка психологическая. Прошло уже фактически полгода с начала пандемии. Чем дышите? Какие настроения? Ну, настроение, как скажем, у медицинского работника, оно зависит от того, что больные наши пациенты выздоравливают, как они выходят, конечно, да.
В основном, конечно, очень тяжело все это переносить психологически из-за того, что персонал инфекционного отделения именно, да, они были разобщены от семей своих, да, и когда был высокий, да, подъем коронавирусной инфекции в нашей республике, конечно, они отдельно жили, очень долго общались, так же, как мы с вами общаемся со своими семьями, да, психологически было тяжело, но мы врачи, и мы обязаны лечить своих пациентов, поэтому как бы работа велась и ведется дальше. Сейчас очень много говорят о выплатах, которые должны стимулировать медицинских работников. Расскажите, пожалуйста, делаются ли они у вас? Да, мы по 3 статьям получаем все выплаты стимулирующего характера. Конечно, они очень хорошо нас поддерживают, помогают нам. Вот. Но в основном, как сказать, это не зависит, да, скажем так, получали ли мы выплаты или получаем ли мы, от этого не зависит, да, степень оказания медицинской помощи. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто к вам попадает в руки, и дайте несколько советов все-таки людям, у которых или есть коронавирус, или нет его, однако все-таки попадают вот именно в центр экстренной медицинской помощи. Что нужно знать? Так, ну, к нам попадают, как сказать, не попадают, к нам обращаются пациенты с острохирургической патологией, пациенты регионального сосудистого центра, да, мы не перестали принимать больных со всей республики, да, мы оказываем экстренную отсроченную хирургическую помощь, терапевтическую. Мы также на себя взяли, скажем так, часть больных, которые сейчас у нас поступают с эндокринологической патологией. Мы взяли на себя часть больных гастроэнтерологических, которым необходима помощь, экстренной помощи, медицинской помощи при их декомпенсации общего состояния. Да? Поэтому, если так взять, то большой у нас аспект оказания медицинской помощи, начиная, ну, хирургический профиль и терапевтический профиль. А тем пациентам, которые к нам обращаются, конечно, нужно придерживаться, да, с момента входа в нашу больницу тех требований, которые мы просим им соблюдать. Спасибо большое, Александра Григорьевна. Удачи и всем медицинским работникам Центра экстренной медицинской помощи и вообще всем сотрудникам Республиканской больницы номер 2, а также, наверное, всем медицинским работникам всей республики и, возможно, всего мира передаем огромный привет и благодарности за вашу работу. Спасибо вам за теплые слова поддержки.